Россиян ждет несколько законодательных нововведений, которые касаются коммунальных платежей и изъятия имуществ. С 9 июня заработает закон, согласно которому за некачественные услуги коммунальщиков оштрафуют на 100 тысяч рублей. Речь, например, идет об отключении света и тепла зимой или о подаче грязной воды. С 15 июня вступает в силу постановление правительства о проведении Росимуществом осмотра и проверок эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества, а также изъятии лишнего, неиспользуемого по назначению имущества. Завершена реконструкция 15 площадок твердых бытовых отходов в Джейрахе и Арамхе. Теперь площадки соответствуют санитарным нормам. Установлены новые пластиковые контейнеры и деревянно-металлические ограждения на бетонном основании. Контейнеры предназначены только для бытовых отходов, а крупногабаритный мусор необходимо утилизировать отдельно. 8131 участник сдал сегодня основной государственный экзамен по русскому языку. Организовано было 26 пунктов экзаменов. Результаты экзамена будут объявлены не позднее 18 июня. Следующий этап – ОГЭ по математике, который состоится 6 июня. Основной период ОГЭ продлится до 14 июня, а с 24 июня по 2 июля запланированы резервные дни для сдачи экзаменов по всем учебным предметам. Российская экономика обогнала японскую и заняла 4-е место в глобальном рейтинге стран по уровню ВВП по паритету покупательной способности. Таковы итоги международной программы сравнения, которую приводит Всемирный банк. В докладе представлены сопоставления экономик по результатам за 2021 год. Оценки в рамках ICP показывают, что доля российской экономики в 2021 году составила 3,8% от общего мирового показателя по паритету покупательной способности объемом 5 триллионов 700 миллиардов рублей в относительных ценах. Страна обогнала Японию и Германию. Выше России в рейтинге 2021 года находятся Индия, США и Китай. В Минэкономразвития считают, что росту экономики России способствовали оперативные и системные меры, направленные на поддержку в период антиковидных ограничений и санкций Запада. Российские парламентарии инициируют изменения в законодательстве, регламентирующие сокращенную рабочую неделю для женщин с 2 и более детьми. Предполагается, что женщинам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 18 лет, рабочее время будет сокращено на 1 час в неделю до 39 часов. Преференция предусматривается в том случае, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для женщин федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. Выполнение новых национальных проектов реалистично даже в условиях санкционного давления на Россию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, к сентябрю правительство подготовит детальный доклад по формированию всех новых нацпроектов с учетом ресурсов, дефицитов и рисков. В послании Федеральному собранию 29 февраля президент России Владимир Путин объявил о запуске в России 5 новых нацпроектов: семья, продолжительная и активная жизнь, кадры, экономика данных и молодежь России. Последние рассчитывают запустить в текущем году, остальные с 1 января 2025 года, заявила в начале марта вице-премьер Татьяна Голикова. В настоящее время в России действуют 14 национальных проектов. Вступают в силу нововведения, касающиеся назначения и выплаты единого пособия на детей. Изменения затронут в первую очередь родителей, получающих алименты. Ранее при оформлении пособия указывалась любая фактически поступившая сумма. Теперь она будет учитываться, если есть решение суда. А в случае, если родители договорились об алиментах устно или в нотариальном соглашении, пособие будет рассчитываться, исходя из цифры, фигурирующей в соглашении. Для нее с начала лета введут минимальный порог, который зависит от величины МРОТ. С 1 июня такая сумма алиментов должна быть не менее 5% от минимального размера оплаты труда на одного ребенка – 4810 рублей, 33% на 2 детей – 6349 рублей и 50% на 3 и более детей – 9621 рубль.